Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у ветерана энергетики, отличника энергетики и электрификации РАО ИЭС России Леонова Владимира Васильевича. Владимир Васильевич поделится с нами своим опытом работы на предприятии. Добрый день! Расскажите, пожалуйста, когда вы пришли работать в энергетику? Я пришел работать в энергетику в 1967 году. Как я пришел, это мы познакомились с Геннадием Андреевичем Пьянковым. Он тогда в Якутской энергодиспетчерской службе уже работал. Вот. И мы заочно учились в Иркутском политехническом институте. Вот. И там мы с ним познакомились. А я в то время, работал в типографии электриком. Вот. У меня была горная электромеханика, я заканчивал Копейский горный техникум. Вот сюда приехал в Якутию и работал на Кангаласском угольном разрезе. А потом, когда мне нужно было поступать в Иркутский политехнический институт, вернее переводиться, я написал туда письмо, отправил документы, и мне сообщили, что вы работаете не по специальности, а я на электроснабжении промышленных предприятий мне нужно было, значит. Вот. И я 10 января 1967 года пришел на Якутскую ТЭЦ. Вот. В то время там директором был Шавров Владимир Александрович. Мы побеседовали, и меня сразу они назначили дежурным инженером станции. Сразу прямо. И я прошел курс стажировки, сдал экзамены все, вот, и работал дежурным инженером станции. Вот это, с этого и началось. Работы было уйма, конечно. Вот так я и пришел, значит, это и... А сколько лет вы отработали на ТЭЦ? И можете ли сравнить, да, какие были трудности в то время, когда вы начинали работать, но как бы заканчивали? Чем отличалась работа? Я отработал 38 лет на станции. От 1967 по 2005. В 2005 году я уже ушел на пенсию. Трудности, конечно, безусловно, особенно вот на первых этапах реконструкции, модернизации станции. Время было очень сложное, потому что все менялось буквально. Вот, постоянные конструкции трубопроводов, особенно трубопроводов, здание тесное. Вот, и нужно было прокладывать трубопроводы и 300 миллиметров, и 500 миллиметров, и 800 миллиметров. Вот, все это нужно было в этой коробке размещать. Очень сложный период. Вот это было. Но люди тогда вот какой-то был необыкновенный энтузиазм. Все работали, станция модернизировалась, автоматизировалась, конечно. И последние моменты, конечно, когда я уходил со станции, уже, конечно, уровень был достаточно высокий. Вот за мой период смонтировали все водогрейные котла, это по ТВМ-50 и 4 водогрейных котла по ТВМ-100, КВГМ-100, 4. Одна тепловая мощность по водогрейным котлам только составила 450 гигакалорий в час. Электрическая мощность осталась на уровне 12 мегаватт, 2 турбины осталось. Вот, только всего. Процесс управления вот этими всеми котлами, водогрейными, паровыми ведет. С компьютера управляется, все автоматизировано, все механизировано, задвижки все открываются от нажатия кнопки на компьютере. Вот. А раньше все это надо было, чтобы растопить котел, это надо было все вручную. Это не один человек, это машинист котла, старший машинист, начальник смены станций. Вот, пускали котел, допустим, или турбину надо было там пускать. Вот, все присутствовали, потому что очень много операций, ручные открывания задвижек и прочее, и прочее. Там. Вот.
А сейчас это все автоматизировано уже. Можете вспомнить какой-нибудь самый запоминающийся момент, может, в работе вашей? Ну вот самый запоминающий момент это вот авария в турбинном отделении, когда случилось так, что была или снежная зима, и с турбины выходил такой фонарь вентиляционный на крышу, и на крыше он стоял. Этот фонарь, и получилось очень сильное обледенение вот этого фонаря, и нагрузка на перекрытие увеличилась настолько, что произошел треск, шум, и ферма в турбинном зале над турбиной АП-6 потеряла свою устойчивость и начала опускаться. Вот тут срочно машинист турбины очень быстро сориентировались, начальнику смены станции. Авария с перекрытием, что-то случилось, кричит ему, значит, срочно прибежали с мехцеха, там слесаря все подбежали, значит, это директор станции Шавров был, срочно прибежали все туда, вот, дали команду, что стойки, сообразили быстро, что поставить стойки под кран, который обслуживал вот эти турбины, там, мостовой кран. Под мостовой кран и с мостового крана под ферму. И успели предотвратить аварию. То есть перекрытие не упало. А если бы упало перекрытие, это пострадала бы и турбина тут, и вообще пришлось бы все остановить полностью, всю станцию. Вот. Но благодаря такому просто невероятному энтузиазму, сообразительности, значит, командовал Шавров, там вот это все, и все получилось. Сам Шавров прям срочно валерьянку, тут медик прибежал, он глотал валерьянку, настолько напряжено было, это вот все, и страшно, конечно, безусловно, что вот, ведь могло обрушиться и людей придавить даже. Но вот этого не произошло, все предотвратили. Вот такой случай был. И дайте, пожалуйста, какие-нибудь напутствия начинающим энергетикам. Ну, напутствие такое, это повышение своих знаний, постоянная работа над собой, периодически, значит, повышение квалификации через курсы, через какие-то программы, что вот, в общем-то, и идет Якутскэнерго сейчас. Вот это постоянное, без повышения знаний, значит, дальнейшее продвижение по специальности или что-то, или улучшение своей работы и так далее не получится, потому что сейчас только знания, только изучение новых технологий, значит, внедрение вот это, предлагать какие-то новые схемы. Ну вот, вкратце, наверное, как сейчас. Ну, в основном учеба. Следующий наш герой – заслуженный энергетик РАО ЕС России Кобылка Вера Павловна. Добрый день, Вера Павловна. Расскажите о своей профессии. Когда вы начали работать, почему выбрали именно эту профессию? Здравствуйте. Я работаю в системе Якутскэнерго как раз вот, кстати, дата 15 сентября 1975 года. В энергетику я попала, так скажем, случайно. Муж у меня получил направление в Нюрбинский УЛУС, он летал. И я когда приехала в поселок, так как у меня вообще-то техническое образование, я пошла в Вилюйские сети, которые, как вроде, были ближе всего, и там был отдел по реализации электроэнергии населению. В этом отделе я проработала до 1978 года. Потом в 1978 году у нас было образовано, тогда это было везде, образовали Вилюйское отделение энергосбыта. В наше видение уходило 4 УЛУСа,
Потом нам добавили еще Кобяльский УЛУС. В Вилюйском отделении энергосбыта я занималась разными профессиями, которые были. Я занималась составлением договоров, потому что это тогда вводилось, обязаны были делать. Вот. Потом так жизнь повернулась, что Вилюйская группа районов, она снабжается электроэнергией от Вилюйской ГЭС через Мирный. У нас была, она до сих пор стоит, высоковольтная линия 110 киловольт, которая была всегда загружена. И в то время, это в 78-80-е годы, существовал такой отдел распределения и контроля. Это означало то, что каждое предприятие заявляло, сколько оно возьмет электроэнергии. У нас был отдел, который контролировался по декадное потребление. И если предприятие перебрало свои лимиты, штрафы выставлялись в 10-кратном размере. Потом все наладилось. Распределение контроля ушло от нас. И я ушла в инспекцию, потому что у меня уже был опыт. Я уже представляла, что это такое за работа, чем это занимаемся. И я ушла в инспекцию. В инспекции я проработала около 10 лет. В инспекции я работала электротехнической. Работала я только со предприятиями по Нюрбинскому УЛУСу. В остальных УЛУСах у нас были свои инспектора. За время работы в инспекции я очень набралась много опыта, потому что обследовались в то время был не энергосбыт, а энергонадзор. И в нашу деятельность входило проверять не только техническое состояние, а комплексные были обследования. Предприятие обследовалось и по работе с персоналом, и по работе, тогда было очень актуально мероприятие по экономии электроэнергии, потому что электроэнергии всегда не хватало. И техническое состояние предприятия, не только приборов учета. А потом у нас так сложилась опять реорганизация, и у нас в Вилюйском отделении энергосбыта создали новый отдел, потому что реализация раньше занималась бухгалтерия, а потом нас отделили в отдел по реализации электроэнергии уже и отчетности уже в общем по Вилюйской группе районов. Наш отдел занимался сводом баланса электроэнергии и сводом доходов, поступавших денег от предприятий. И была статическая отчетность по отраслевке. Тогда она как раз в то время, где-то в 85-86 году, как раз вводилась вот эта вот отчетность по отраслям. Это значит, что предприятия все по своим оконкам относились к какой-то отрасли. Там сельское хозяйство, промышленность, там, бюджеты всех видов, прочие. Вот. Там я работала до 99-го года. А в 99-м году я переехала в город Якутск. Я переехала сюда в декабре месяце, а в мае создалось Якутское отделение энергосбыта. Его раньше в энергосбыте не было. Энергосбыт не занимался сбытом. Было только там несколько предприятий больших, а сбытом занималась Горэнерго. Вот я когда приехала в 99-м году, как раз шла передача сбыта предприятий, вот электроэнергии, передавалась в Якутское отделение энергосбыта. Ну, в принципе, работа мне была моя знакомая, потому что я этим занималась в Вилюйском отделении энергосбыта. Наш отдел сначала назывался группа планирования энергопотребления и доходов. И так мы были наверное, до 2015 года. В 2015 году нас приравняли, стали называть группа планирования и контроля доходов. Ну, я когда пришла в Якутское отделение энергосбыта, у нас был один отдел. Мы занимались, вот расчетный отдел и наша группа, своды поступавшие оплаты, мы находились в одном отделе. А потом со временем, когда к нам присоединили центральные сети, электроэнергию, плюс присоединили нам тепло, наши группы разделили, выделили отдельную группу расчетов, а наша группа так и осталась и занималась вот сводом поступавших денег, разноской оплаты, ну и всеми отчетами, которые тогда требовались по регламенту. В этой группе я работаю до сих пор. Вера Павловна, не жалеете ли вы о том, что выбрали эту специальность? В энергетику я попала по сложившимся жизненным обстоятельствам, но проработав там на сегодняшний день 42 года, я никогда не жалела о том, что я осталась в энергетике, потому что, конечно, в течение такого большого срока я могла поменять профессию, я могла перейти куда, но она стала для меня родной, работа стала для меня вторым родным домом. Я очень много времени отдаю работе, потому что она для меня любимое дело. Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь интересный, забавный случай из вашей работы.
За такие долгие годы у меня было очень много забавных случаев. Но я хочу рассказать про вот именно два случая. Один, хочу сказать по работе нашего отделения, потому что отделение энергосбыта в Нюрбе – это сельскохозяйственный район. И я вообще-то человек, выросший на Украине, в селе. Я никогда не встречала, и для меня таким было забавным и интересным делом. Мы отрабатывали сельскохозяйственные работы. И первый раз на женщины с нашими инспекторами, мужчинами послали заготавливать кочку. В моем понимании кочка – это совсем другое. То, что я увидела вот на высохшем болоте. Это, оказывается, такие пучки большие травы, которые мы подрезаем, мужчины подрезали лопатами, а мы, женщины, вытаскивали его с этого болота и слаживали в такие стажки. И вот самое смешное, мне надолго запомнилось, потому что у нас в отделении работала такая маленькая, изящная женщина, кассиром. И вот когда я ее увидела, как она, бедненькая, двумя руками тащит эту кочку, которую мы тогда должны были сложить и посолить, я это очень надолго запомнила. Вот, во-вторых, что бывает такой фураж для скота, я никогда не видела. И второе, что такая малюпусенькая женщина тащила эту кочку. Второй такой курьезный, это было уже у меня инспекторская работа. По инспекторской работе вообще очень много случаев, потому что проверяли мы часто предприятия. И однажды мы поехали проверять с начальником инспекции район водных путей в Нюрбе. И когда мы приехали, мы обнаружили хищение. Мы составили акт, зафиксировали это и приехали на второй день подписывать уже официально с печатью выявленный случай. И когда мы подъехали, нам ответственный за электрохозяйство говорит: нет, у нас такого ничего не было. И пошли заново проверять. Оказалось, что они за ночь сварили кусок стены и проложили провод так, как надо. Но дело в том, что это же котельная, это там, извините, многолетняя пыль, и эта ихняя стена была видна сразу, что ее курочили и переделывали. Акт мы все-таки подписали, штраф они заплатили, и на этом дело все кончилось. Ну, случай запомнился на очень долго, потому что не знаю, на что рассчитывал их главный энергетик, тем более, что он был отставной военный. Вера Павловна, что бы вы хотели пожелать молодому поколению энергетиков? Вот я горжусь своей работой и хочу вот молодому поколению, которое волей случая или по желанию пришло в нашу систему, в энергетику, чтобы они отдавали свое умение, работоспособность, чтобы они любили свою профессию, чтобы они за нее боролись, прилагали все усилия, чтобы она всегда была на высоком уровне. Потому что быть хорошим энергетиком – это высокое звание. И молодежи надо учиться, добиваться всего того, чтобы наше звание энергетика было всегда на высоком уровне. Ну и чисто пожизненно я желаю всем молодым энергетикам долгих лет работы в нашей системе, здоровья, счастья, благополучия, чтобы все достигли всего, чего им хотелось. И самое главное, чтобы на нашей планете был мир, и чтобы вам удалось прожить долго и счастливо. А сейчас мы в гостях у заслуженного работника РАО ЕС «Востока», ветерана Якутскэнерго Трофимова Зинаиды Ивановны. Добрый день, Зинаида Ивановна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли работать в энергетику? Ну, я коротенько, конечно, расскажу. Когда мы приехали сюда в 1974 году, значит, я устроилась на молокозавод работать. Там проработала 4 года, травмировалась, и поэтому я ушла на Якутскую ГРЭС. Ушла я на Якутскую ГРЭС в военизированную охрану. Профессия моя была стрелком. Вот, проработав какое-то время на Якутской ГРЭС, меня перевели на Якутскую ТЭЦ в качестве дежурного бюро пропусков. Работа, конечно, сложная была, народу очень много. Как бы охраняли же Якутскую ТЭЦ, чтобы не было посторонних людей. Вот. Когда в 1988 году уже стала эта команда на полное вооружение, значит, да, я решила все-таки оставить эту работу, потому что это сложно с оружием дело иметь. Вот. И перешла, значит, и решила уволиться. Но меня вызвал директор Якутской ТЭЦ, тогда еще Чубчиков Анатолий Александрович, и сказал: нет, дорогая моя, никуда ты не уйдешь, а пойдешь-ка ты у меня в цех тепловых сетей.
Я говорю, так у меня и профессии-то никакой нет. Но он мне говорит, ничего, научишься, ты ж смышленая. Вот так я попала в цех тепловых сетей. Профессия наша была, мы ранее назывались, это слесарь абонентских вводов. Через некоторое время у нас создается инспекция. И уже наша профессия, уже, как бы наше название уже меняется, уже инженер-инспектор. Ну, за плечами у меня такого образования не было. Даже технического, среднетехнического, ну, технического образования не было. Поэтому мне пришлось доходить все своей головой, все думать. Много очень литературы прочитала, вот, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Вот. Проработав на Якутской ТЭЦ, значит, в 2001 году пришел на Якутскую ТЭЦ Алексей Иннокентьевич Шемитов и попросил нас перейти вот сюда, в энергосбыт, для дальнейшей работы. И мы, значит, в 2001 году мы перешли, и я в том числе перешла уже в энергосбыт инженером-инспектором теплотехнической группы. Вот. Ну, до вот сегодняшнего дня я работаю в этом качестве. Зинаида Ивановна, скажите, сколько времени вы работаете в якутской энергетике? В общей сложности в энергетике я отработала 39 лет. Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь запоминающий случай из своей работы. Отправили меня по распоряжению ограничивать управление вневедомственной охраны. Придя туда, значит, только приступили мы к работе по ограничению в связи с задолженностью у них большой. Значит, ответственный за тепловое хозяйство повел себя неадекватно, вызвал наряд своих бойцов, они с автоматами наперевес подошли к нам и чуть-чуть, конечно, не одели нам наручники и не забрали в изолятор. В общем, дело так и было, что сейчас мы вас забираем, везем в изолятор, потом разберемся и отпустим. Я посмотрела, что дело такое серьезное. Со мной, значит, экипаж по регулировке наладки. Думаю, надо как-то ориентироваться. Ну, говорю, значит, я распоряжение выполняю, а ребята тут ни при чем. Отпустите сначала их. Ну, естественно, они их отпустили. Ну, я на дальнейшее думаю, надо как-то с этого выбираться, с этой ситуации. Потихонечку так ориентировалась к вертушке, где пост стоит, значит, да, и вышла. А этот ответственный, значит, в охране говорит, вот эту женщину никогда больше сюда ни днем, ни ночью не пускайте. Ну, так получилось, что где-то через год, наверное, этого товарища ответственного, его, конечно, уволили. Ну, вот, конечно, у нас не все такие случаи, да, такие страшные, которые запоминаются надолго, да. Вот. А был такой смешной случай. У нас конец отопительного сезона, начало, подготовка к отопительному сезону. И мы требуем со всех абонентов, чтобы они делали промывку системы отопления. И вот однажды, когда я приехала там в гаражно-строительный кооператив, и смотрю, увидела, а что это такое? Пена такая стоит, да все такое прочее. Целый бачок пены, вода с пеной. Я спрашиваю ответственного за тепловое хозяйство, ну давайте, товарищи, сдавайте промывку, хотя бы я посмотрю. Да, хорошо, Зинаида Ивановна. Мы же знаете, сколько порошка и ферри набрали, чтобы промыть качественно систему отопления, и чтобы вы у нас приняли и выписали нам акт. Вот тогда мне было очень смешно. Что бы вы могли посоветовать молодому поколению энергетиков? Дорогие мои коллеги, молодые специалисты, хочу вам пожелать, значит, выбрать, конечно, профессию энергетиков. Очень интересная, очень хорошая профессия, которая людям дарит тепло и свет. Вот. Хочу, чтобы вы любили эту профессию, уважали своих коллег по работе. Вот. Ставили перед собой хорошие задачи, цели, вот, и выполняли их. Работали добросовестно, честно. Звание энергетик – это звучит гордо. Поэтому
молодежь, которая еще не выбрала никакой профессии, значит, да, не определилась, куда им поступить, то я вот желаю, чтобы молодые кадры выбирали профессию энергетика. Энергия наша работа, энергия наша работа.